Здравствуйте, уважаемый студент! Сегодня у нас очень интересная и актуальная тема – безработица. Цель нашего урока – раскрыть сущность такого явления, как безработица, дать характеристику видам и выявить последствия безработицы. Прежде чем мы начнем данную тему, нам необходимо вспомнить, что такое рынок, виды рынков и факторы производства. Простыми словами, рынок – это то место, где происходит обмен, купля-продажа товаров и услуг. А рынок труда – это вид рынка, где наемный работник предлагает свою рабочую силу, а работодатель покупает ее. Значит, бывают субъекты и объекты рынка труда. К субъектам относятся государства, фирмы и частные лица, а объектом является рабочая сила. Рабочая сила – это умственные и физические способности человека к труду. И, как вы знаете, на рынке складывается цена, исходя из спроса и предложения. А теперь вспомним, что к факторам производства относятся земля, капитал, труд. Труд – один из важнейших факторов производства. Труд свободен – главное условие развития рыночных отношений в сфере занятости, которая приобретает добровольный характер, а человек – экономическую свободу. Однако занятость стала определяться законами рынка. Это привело к такому явлению, как безработица. Значит, безработица, простыми словами, это когда человек хочет и ищет, но не может найти работу. Если выразиться более грамотно, безработица – это социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих экономически активное население. Трудоспособное население – это люди в возрасте от 16 лет и до пенсионного возраста, которые хотят и могут работать. Нетрудоспособное население – это все остальные категории граждан. На прошлой неделе я задала вам домашнее задание, где просила вас описать жизненные ситуации, в которых оказались члены вашей семьи, близкие друзья, связанные с безработицей. Я хочу выделить несколько из них, которые вы мне отправили по WhatsApp. Здравствуйте, Ячики. У меня брат Ислам каждый год ездит на Иссык-Куль на заработки, так как это сезон туристов. Но при этом с ноября по март он безработный. Да, спасибо, Айпери. Эта безработица называется сезонная. Это вид безработицы, связанный с сезонными колебаниями производства в некоторых отраслях, как сельское хозяйство, туризм. Например, у нас Кыргызстан – это аграрная страна. Более 60% населения живут в сельской местности. И основной вид деятельности у них сельское хозяйство. Соответственно, зимой они все безработные, как и в отрасли туризм. Здравствуйте, Лола Кучкурбаевна. У меня мама работала швеей на швейной фабрике. В прошлом году она попала под сокращение в связи с резким спадом производства, так как резко упал спрос на их продукцию. Сабира, здравствуйте. Да, есть такой вид безработицы, называется циклическая. Это безработица, связанная с различными фазами экономических циклов. В принципе, как мы знаем, в развитии экономики есть периоды роста, спада, экономического кризиса, где экономика почти стоит, что приводит к увеличению числа безработных. Здравствуйте, Азикай. У меня папа работал в России на шахте, но недавно был уволен с работы в связи с закрытием шахты и переходом на новые источники энергии. Здравствуйте, Нурсултан. Спасибо за ответ. В данном случае это структурная безработица, связана с технологическими изменениями в производстве. Причина обусловлена структурными сдвигами в экономике. Вы рассказываете, что папа ваш работал на шахте. Возможно, это была угольная шахта, но шахта закрыта в связи с переходом на новые источники энергии. Это, возможно, была нефть. С закрытием предприятия, конечно же, высвобождается рабочая сила. Появляются безработные. У меня сестра закончила вуз и получила диплом юриста, но при этом не может найти работу по своей специальности. Здравствуйте, Севара. Эта безработица называется фрикционная. Это короткий период незанятости во время поиска новой работы. Например, когда рабочий уволился по каким-то причинам, скажем, в связи с переездом, или не устраивают условия работы, и он ищет другую работу.
В вашем же случае эта ситуация происходит с молодежью. Закончив вуз, 80-90% молодых специалистов ищут работу. Итак, мы выделили 4 основных вида безработицы. Это сезонная, циклическая, структурная и фрикционная, которые часто встречаются у нас в стране, да и во всем мире в целом. Как у каждого явления, у безработицы есть положительные и отрицательные стороны. Давайте их рассмотрим. Положительные стороны безработицы. Во-первых, улучшает качество рабочей силы, так как у безработных появляется время, чтобы повысить свою квалификацию, подготовиться к будущей работе. Во-вторых, формирует ответственное отношение к труду, как со стороны безработных, если они безответственны, то их на работу не возьмут, так и у работающих, которые понимают, что на рынке полно их конкурентов, если их уволят, то они могут работу не найти. В-третьих, создается резерв рабочей силы, например, для возникновения новых производств. Если все будут трудоустроены, то кому работать на новых предприятиях? И, наконец, последнее. Безработица сдерживается инфляцией за счет того, что уменьшаются доходы населения и, соответственно, количество денег в обращении. Правда, это варварский способ борьбы с инфляцией, но, тем не менее, в определенных ситуациях он может быть спасительным. В целом, безработица – это опасное явление и для общества, и для самих безработных. Она имеет как экономические, так и социальные последствия. К экономическим последствиям относятся: во-первых, замедление темпа роста экономики из-за того, что трудовые ресурсы недоиспользованы, рабочая сила остается невостребованной. Второе. Безработица всегда приводит к снижению уровня жизни населения. Третье. Безработица ведет к утрате профессиональных навыков, особенно длительная и застойная. Далее. Безработица всегда ведет к снижению зарплаты из-за того, что на рынке большая конкуренция. Работодатели уменьшают зарплату. Теперь рассмотрим социальные последствия безработицы. Они не менее опасны, чем экономические. Первое. Люди теряют уверенность, уважение к себе, впадают в депрессию. Во-вторых, вынужденная бездеятельность обленивает людей. У них понижается активность, их личность разрушается. В-третьих, стресс от безработицы ведут к неадекватному поведению, к алкоголизму, наркомании, сердечно-сосудистым заболеваниям и многое-многое другое. Далее, разрушаются семьи. Безработица среди молодежи часто толкает на путь преступления, поскольку молодежь только вступает в жизнь. Как видите, у этого явления, как безработица, отрицательных сторон больше, чем положительных. Учитывая все это, всякое государство старается бороться с безработицей, чтобы избежать экономических кризисов, социальных кризисов и, как следствие, политических потрясений, стремится свести безработицу к минимально необходимому уровню. И напоследок, я не хочу закончить свой урок на пессимистичной ноте. Вы можете спросить у меня, а есть ли страна, где нет безработицы? Я отвечу, конечно, есть. И хочу предложить вам посмотреть страну, где жизненных проблем, как у нас с вами, у них гораздо Сегодня меньше. мы познакомим вас с очень интересной страной. В этой удивительной стране торговцы сами снижают цену, которую вы назвали. Каких-то 40 лет назад этот регион считался одним из самых отсталых и захудалых на планете. Эта страна – одно из самых безопасных мест на Земле. Здесь почти нет случаев воровства. В гостиничных номерах даже отсутствуют индивидуальные сейфы, являющиеся непременным атрибутом престижных отелей во всем мире. Это государство называют «сказкой Востока» из-за редкого сочетания различных природно-климатических зон. Здесь бесплатное образование и медицинское обслуживание. 350 солнечных дней в году. Здесь каждому гражданину по достижении им совершеннолетия выдают участок земли под строительство дома. А на главный в стране праздник Султан объявляет кредитную амнистию. Нет налогов для физических лиц. Сажают в тюрьму за измены. В этой стране нет безработицы, нет бездомных, нет нищих. Национальная система здравоохранения одна из лучших в мире. Это Оман.
На востоке Аравийского полуострова, там, где пустыня встречается с Индийским океаном, расположился султанат Оман. Его история насчитывает более 2000 летий. Когда в 1970 году султан Кабус пришел к власти при помощи англичан, сменив на троне своего отца султана Саида, Оман был бедным, отсталым имаматом. По уровню жизни страна находилась на одной ступени с беднейшими африканскими странами, страдая от бесчисленных племенных расприй и будучи практически изолированной от внешнего мира. Не было ни больниц, ни школ, ни дорог, ни радио. Под запретом были даже сапоги и солнечные очки. После прихода к власти султана Кабуса Оман, как говорят местные, проснулся и продолжает бодрствовать до сих пор. В этой стране абсолютная монархия, что тоже редкость в наше время. Правит страной уже 42 года султан Кабус бен Саид. Его многочисленные портреты, развешанные по всему городу, и то, с каким придыханием говорят о нем сами арабы, говорит о любви народа к своему правителю. Султану за эти 40 лет удалось вытащить страну из бедственного положения. Государство с одной единственной километровой дорогой в быстро развивающуюся, хорошо развитую страну. По богатству нисколько не уступающий таким финансовым гигантам, как Объединенные Арабские Эмираты или Катар. В плюс Омана можно отнести то, что, являясь ультрабогатым государством за счет добычи нефти 64% общего ВВП страны, государству удается сохранить свою самобытность и не влезать на европейские рельсы культурного развития, в отличие от того же ОАЭ, в котором ведется гонка небоскребостроения. Конечно, в государеву казну поступали доходы от продажи нефти, точнее, даже не в казну, а в султанские сундуки. Именно сундуки. Как гласит байка, нефтедоллары аккуратно складывались в ящики в резиденции старого султана. Говорят, что терпению окружения и людей, которые помогли нынешнему правителю прийти к власти, пришел конец после того, как многотысячное содержимое одного из сундуков съели крысы. Грызуны с особым рвением накинулись на долларовые купюры. В Омане было только 3 школы. Напрочь отсутствовала система здравоохранения, а во всем растянувшемся на 1500 километров государстве было 10 верст асфальтированных дорог. Но все это не смутило молодого и амбициозного правителя, который с 16 лет проживал в Англии и спустя 1,5 десятилетия вернулся на родину. Первым делом Кабус буквально выкосил коррупционеров из госструктур, взяв под личный контроль поступление в бюджет доходов от нефти. К тому же в 1970-х годах в Омане было открыто несколько новых, ключевых ныне для страны нефтяных месторождений. И если в 1970 году доход на душу населения в Омане составлял около $300 США, то в 1991 году уже $7000 США, а сейчас, по некоторым данным, составляет более $60 тысяч. Столица Омана, город Маскат, тянется вдоль Оманского залива на 50 километров. Если Рио-де-Жанейро, так притягивавший великого комбинатора, считается городом белых брюк, а столица Эмиратов Абу-Даби городом белых лимузинов, то Маскат смело можно назвать городом белых домов. Радующий глаз 2-3-этажные домики белоснежного цвета составляют архитектурный ландшафт оманской столицы. Маскат приобрел свой нынешний облик в последние 2-3 десятилетия. Это юный город для молодых. Мэр столицы рассказал, что более 60% жителей – молодые люди в возрасте до 30 лет. Невероятный показатель. В Маскате 350 солнечных дней в году. В июле в тени температура воздуха не опускается ниже 40 градусов. На деле все 50. Спасение от жары приходит за тенью жалюзи, под прохладой кондиционеров, за чашечкой неповторимого бедуинского кофе. Оман считается самой светской страной Персидского залива. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Возможно, у кого-то из вас поднялось настроение, а может и наоборот. Мне кажется, что каждому гражданину хочется жить в такой стране. Неважно, много или мало в нашей республике ресурсов. Важно их рациональное использование. И я надеюсь, что среди вас сегодня находится будущий мэр или депутат, или даже будущий президент нашей страны. Молодежь – это наше будущее. И от вас зависит благосостояние вашей семьи, детей и страны. Пишите мне, как вы могли бы бороться с такой проблемой, как безработица. Какой вы видите нашу страну в будущем? Какие идеи у вас есть? На этом у меня все. Я жду ваших ответов и надеюсь, что скоро увидимся. Спасибо за внимание.